Російська Федерація не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями. Дії Росії по відношенню до інших держав дискредитують поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та статуту ООН зокрема. Россия будет контролировать соблюдение режима тишины в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает турецкое издание «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу президента по итогам его разговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тем временем глава Министерства РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что миротворческих подразделений Турции в Нагорном Карабахе не будет. Россия согласовала с Турцией создание мониторингового центра, который будет расположен на территории непосредственно Азербайджана. Давайте послушаем Лаврова. У нас с Турцией есть общие задачи – мониторить с азербайджанской территории средствами технического контроля ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил России. И каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров. Но вот президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган озвучивает диаметрально противоположные заявления. Он говорит, что турецкие военные появятся в Нагорном Карабахе и будут действовать на том же основании, что и российские миротворцы. Предлагаю послушать прямую речь Реджепа Тайипа Эрдогана. На даний момент, в якому б форматі і розумінні там би не були присутні росіяни, саме в такому ж вигляді будуть присутні наші моніторингові команди. Росіяни вже почали розташовуватися в певних місцях. Переговори ведуться на рівні міністрів закордонних справ. Сюди їде делегація з Росії і тут також пройдуть переговори. Фархад Мамедов, политический эксперт из Азербайджана, с нами сейчас на прямой связи. Фархад Бей, салям алейкум. Салам алейкум, хош келдиңиз. Фархад Бей, взаимоисключающие заявления мы сейчас слышим от турецкой и российской сторон. Сергей Лавров говорит о том, что об участии турецких миротворцев непосредственно на территории Нагорного Карабаха речи не шло. Реджеп Тайип Эрдоган говорит о том, что на каких основаниях будут находиться там российские миротворцы, на таком же будут находиться и турецкие. Вот как-то такая дискоммуникация, как-то непонятно. Какие последние у вас новости? Возможно, уже в Нагорном Карабахе появились турецкие военные, турецкие миротворцы? Спасибо большое. Значит, относительно вопроса миротворцев, он еще обсуждается, и большая делегация Министерства обороны России находится в Анкаре и обсуждает эти вопросы с турецкими коллегами. Это территория Азербайджана. И, как вы знаете, только с разрешения Азербайджана миротворцы вообще появились в регионе, потому что 2 недели еще Пашинян говорил о том, что он дает согласие. Значит, если они в течение прошлых 2 недель не появились, это значит, что Азербайджан не давал согласия. Турецких миротворцев не хочет видеть армянская сторона. И я думаю, что здесь главным элементом будет то, чтобы турецкие миротворцы, они бы не соприкасались бы с армянским населением, а, соответственно, работали бы исключительно с российскими миротворцами. Я думаю, что и предполагаю, что и на земле будут большое количество турецких миротворцев. Просто всегда, когда дискутируем на эту тему, всегда нужно смотреть на карту. После возвращения Кельбаджарского и Лачинского районов мы фактически, этот регион получается в окружении. Остается только 6-километровую длину и 5 километров в ширину Лачинский коридор, который возможно мониторить и как с севера, так и с юга. Плюс у нас есть беспилотный летательный аппарат.
Суть всего этого дела заключается в том, чтобы, во-первых, на территории Азербайджана не завозилось оружие, особенно на территории, где будут проживать армяне. И второе, чтобы было бы столько оружия и техники, сколько прописано в соглашении. Ни одного больше какой-либо техники или человека там быть не может. Если мы дали согласие на присутствие около 2000 российских солдат, соответственно, мы можем дать и разрешение на присутствие стольких турецких солдат, сколько нужно будет для уравновешивания ситуации. Это об этой карте, да, вы говорите, Фархадбек? Да, абсолютно верно. Вот что хотела спросить, все же уточнить хотела. Вот вы сказали, что сейчас ведутся переговоры все же, но вам все-таки было бы предпочтительнее, чтобы турецкая миссия участвовала совместно с российскими миротворцами, или вот присутствие турецких сил на территории Азербайджана вот в рамках вот этого мониторингового центра по прекращению огня достаточно? Нет, нам было бы, конечно, и спокойнее, и в будущем, это для будущего, я говорю, чтобы турецкие миротворцы были бы в достаточном количестве. Опять же скажу, нам самое главное, самый важный элемент — это полная транспарентность. Первая задача — это разоружение армянского населения в Карабахе. Это самый важный элемент. И второй элемент — полная транспарентность Лачинского коридора.